В Бишкеке, госрезиденции Аларча, состоялся саммит глав стран ЕС. По итогам заседания был принят ряд важных решений. Заложена основа финансирования промышленной кооперации. Утверждены основные направления международной деятельности Союза в 2023 году и принято решение о начале переговоров о заключении торгового соглашения с ОАЭ. Также была проведена работа по облегчению налогового, административного и ведения бизнеса в области оказания электронных услуг и подписан ряд изменений в договоре о ЕС в части взимания конвексных налогов при оказании электронных услуг. Кроме того, страны договорились усилить работу по борьбе с препятствиями по взаимной торговле. Утвержден ряд документов, регламентирующих о деятельности Союза. В этом году Кыргызстан председательствовал в органах ЕС. В следующем году председательствование перейдет к России. Первым в Конгресс-холл прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Гостей встречал президент Садыр Джапаров. Вторым прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Пришел пешком в Конгресс-холл и пошутил о машинах Mercedes, которые якобы плохо заводятся. Позже пресс-секретарь Джапарова сообщил, что автомобиль был на месте и ждал белорусского лидера у его домика. Третьим прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Четвертым же прибыл глава России Владимир Владимирович Путин, который тепло поздоровался с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым. В этом году Кыргызстан председательствовал в органах ЕС. В 2023 году председательство перейдет к России. Заседание в ЕС сначала прошло в узком формате, затем оно продолжилось в расширенном формате, и к главам стран ЕС присоединились руководители государственных наблюдателей. На фото премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что в ходе председательства Россия намерена заниматься вопросами, связанные с развитием научных, технических и образовательных контактов. Зал заседания Конгресс-холла в госрезиденции Аларча. Лидеры ЕС на саммите в Бишкеке приняли и подписали все запланированные документы.